Саба программасы эфирде сайгылы достар ве бізім студиямызда Мусафыр. Яйнымыздың башында айттық ке, шымды бізім ярынмадамызда Фортуна терюкесі бекленілмекте ве бұ вақытлары, яғни күчлі еллер олғанда не yapmaға керек, тамын бұ ақта бізім Мусафырымыз айты бережек. Elbette, hürmetli dostlar, bizim stüdyamızda Qırım Cumhuriyeti boyunca Rusiya Fevkulade Vaziyetler Nazirliğinin vekili Андрей Павлюченко. Андрей Александрович, доброе утро. Доброе утро. Приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Отличное. Боевое. Несмотря на штормовое предупреждение. По-другому не получается. А в связи с чем? С чем обусловлено, так сказать, штормовое предупреждение? Штормовое предупреждение объявлено Крымским гидрометцентром. Связано оно с усилением северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, в порывах до 25. Действовать оно будет еще сегодня на предстоящие сутки, 8 декабря. К 9 числу штормовое предупреждение отменяется. С приходом зимы, как правило, сильные ветры на нашем полуострове еще более усиливаются, да, учащается штормовое предупреждение. И что делать жителям полуострова в такое время? Как обезопасить себя? Вы знаете, действительно, несмотря на мягкий климат нашей республики, в зимний период у нас учащаются штормовые предупреждения с усилением ветра. Это прежде всего, конечно же, приводит к увеличению количества аварий на объектах энергетики, возможно отключение объектов электроснабжения, возможно падение линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, возможно падение деревьев. В связи с этим мы при получении таких предупреждений разрабатываем ряд рекомендаций для населения нашего полуострова для обеспечения безопасности как взрослых, так и детей. Вот вы сказали ряд рекомендаций. Все-таки хотелось бы подробнее узнать, что за рекомендации. При получении экстренных штормовых предупреждений специалистами Центра управления в кризисных ситуациях разрабатываются информационно-аналитические материалы и модели развития обстановки. Мы прогнозируем наиболее худшие варианты, которые могут сложиться по различным муниципальным образованиям нашей республики. Разрабатываются рекомендации для граждан в плане того, что нет необходимости находиться под слабо укрепленными конструкциями, стоять под рекламными щитами. Нужно обращать внимание на целостность линии электропередач. Необходимо особое внимание во время действия штормового предупреждения уделить людям пожилого возраста, а также детям, которые в силу своего возраста не могут самостоятельно обеспечить свою безопасность. Нельзя не вспомнить те трагические случаи, которые проходили у нас в Крыму во время действия штормовых предупреждений в прошлом году. Может быть, когда вы помните, на береговой линии во время шторма в районе Ласточкиного гнезда, в районе Алушты, Ялты, людей, которые пренебрегали требованиями безопасности, уносило в открытое море. Наше подразделение всегда заблаговременно готовится к реагированию на такие происшествия, но также хотелось обратить внимание граждан, что наша безопасность и безопасность наших близких только лишь в наших руках, и только лишь от нашего здравого смысла зависит будущее и нормальное состояние нашего общества. На самом деле, в такую погоду, конечно же, не рекомендуется же находиться вот на набережных, потому что очень много видео именно в прошлом году, когда люди просто для красивого кадра выходят поближе к берегу, особенно возле каких-либо вот пирсов, да, и прочих, и когда якобы, чтобы за их спиной поднялась вода, это для видео, а в итоге эта вода их настигает и уже печальные последствия. Поэтому людям бы хотелось порекомендовать поаккуратнее все-таки. И очень многие оползни, потому что в связи... Есть тоже вероятность схода оползней. Ведь действительно у нас на сегодняшний день сложилась следующая ситуация. У нас очень незначительное количество осадков выпало за прошедший год. И мы прогнозируем о том, что в зимний и весенне-зимний период будет увеличение количества осадков, связанное с дождями и сильными дождями. На территории Крыма есть довольно-таки большое количество оползней, и существует вероятность их восхода, как на автомобильные дороги, так и на места пребывания граждан. Поэтому здесь, конечно же, тоже необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности людей на этих объектах. Также поддержу вас, что действительно в погоне за красивыми фотографиями, красивыми видео люди частенько пренебрегают требованиями безопасности. Интернет пестрит такими роликами. Однако крайне опасно выходить на береговую линию во время действия штормового предупреждения. В считанные секунды море может поменять свое поведение и, к сожалению, это может привести к непоправимым последствиям. Да,
пусть все будут аккуратны. Зимний период, на самом деле, вот хотелось бы на это тоже обратить внимание, что в зимний период хоть и мало осадков до снега, вот так скажем, но он по-прежнему самый опасный из периодов, наверное, в республике. Как вообще сотрудники МЧС подготовились к данному периоду? Хватает ли спецтехники? Вы знаете, на сегодняшний день Крымский территориальный пожарно-спасательный гарнизон полностью обеспечен необходимой техникой для реагирования на все виды происшествий, которые мы прогнозируем на территории нашей республики. Мы заблаговременно проводим различные занятия с нашим подчиненным личным составом по реагированию на пожары в условиях повышенной ветровой нагрузки, по реагированию на пожары при пониженных температурах. Отрабатываем вопросы эвакуации граждан с открытого моря при необходимости, а также отрабатываем различные вопросы реагирования на происшествия в горно-лесной местности и на происшествия на водных объектах. На сегодняшний день сотрудниками Управления гражданской обороны и защиты населения проведены проверки муниципальных образований по готовности их дежурных служб к реагированию на заторы на автомобильных дорогах, к реагированию на аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверок особое внимание уделялось состоянию техники, обучению дежурного персонала, а также правилам и основным методам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций именно в зимний период. А можно ли говорить о том, что в преддверии Нового года какие-либо вот ситуации, происшествия учащаются в новогодние праздники, в период вот этих выходных? Конечно же можно. Ведь действительно с понижением температуры увеличивается нагрузка на электрические сети. Даже можно привести, к примеру, сегодняшнюю ночь. У нас за прошедшую ночь было довольно-таки 3 серьезных пожара, которые были на площади более 200 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Подразделения все экстренно реагируют на такие происшествия, но все мы должны понимать, что при понижении температуры нужно обязательно соблюдать требования безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Необходимо обращать внимание на состояние электрических сетей, как внутридомовых, так и уличных, которые находятся возле наших жилых помещений. И также необходимо всегда помнить те меры предосторожности, которые мы должны соблюдать при украшении нашего дома елками, гирляндами и различными электрическими приборами. Можно ли заявить, что вот сегодняшняя наша беседа – это одна из мер для предупреждения о всевозможных происшествиях и штормовых предупреждений? Конечно же, это является одной из профилактических мер, одним из превентивных мероприятий, благодаря которым мы хотим донести до населения о том, что, конечно же, наша безопасность в наших руках. И от того, насколько мы серьезно отнесемся к этому, зависит проведение предстоящих новогодних праздников. Ведь всем нам хочется немножечко, наверное, отдохнуть от будничной рутины. Но для того, чтобы новогодние праздники прошли хорошо, мы должны, конечно же, позаботиться о нашей безопасности. И хотелось бы еще раз, конечно же, пожелать всем крепчайшего здоровья в данных условиях, соблюдать все необходимые профилактические меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, дабы пребывать в хорошем расположении духа нам и нашим близким. Спасибо огромное за ваши пожелания. И мы, конечно же, желаем, чтобы Новый год вы встречали без происшествий, и чтобы все у вас было хорошо, и, конечно же, все время минимальное, точнее, нулевое количество происшествий. А наше ведомство хотело бы вас поблагодарить за хорошее утреннее настроение, которое вы несете гражданам нашей республики. Спасибо огромное, что посетили нас. Двери наши всегда открыты, поэтому с нетерпением будем вас ждать снова. Урметлі достар, yayınımız ise devam etti. NBTK kısmımız sizin dikkatiniz hala yoktur. Geliniz beraberlikte seyir ettik.